Спасибо, что пришли сегодня. Наконец у нас появилась возможность встретиться. Мы создаем Союз справедливых. Это новая политическая партия. Ну, причина создания, как вы понимаете, это удручающее состояние нашей страны. Особенно в последний период. Стало очевидно всем, что так дальше жить нельзя. Постепенно наша страна скатывается в пропасть. Ждать от нашей нынешней политической элиты, что она наконец-то образумится и сделает что-то путное для народа, для страны, уже не приходится. Следовательно, как поется в известной песне, никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Мы немного перефразируем. Никто не даст нам благополучия. Мы должны сами взять его. Мы должны сами добиться его. А достичь его вместе гораздо легче, чем поодиночке. Вот такой наш посыл. Ну что ж, давайте теперь поговорим о текущем моменте. В Кыргызстане 5 октября 2020 года произошли многочисленные митинги, приведшие к захвату Белого дома. Митинги были спровоцированы прошедшими выборами 4 октября. Народ вышел против несправедливости. Однако революции как таковой не произошло. В конечном итоге стало понятно, что один олигархический клан сменил другой. Вот и все, что произошло на самом деле. И мы полагаем, что это не окончательная смена, потому что дальнейшее ухудшение социально-экономического положения в стране снова породит и усилит протестные настроения. Это ухудшение неизбежно при текущей экономической системе. Так в чем же причина ущербности нашей системы? По-моему, уже всем ясно, что причиной бедственного социально-экономического положения страны, следовательно, постоянной нестабильности, является олигархическая природа нашего государства. Олигархические кланы борются между собой за господство, за доступ к ресурсам, используя разные методы, присваивают большую часть национального дохода, подрывая развитие страны. При этом они делят народ на разные группы и стравливают. Для этого может быть использована патриотическая, националистическая, религиозная, шовинистическая и даже либеральная риторика. За такой риторикой они скрывают свои настоящие интересы, которые банально заключаются в сохранении и приумножении своего богатства и власти. И мы считаем, что для того, чтобы наша страна встала на путь полноценного развития, необходимо отодвинуть олигархию, крупный капитал, соответственно, политиков и чиновников, представляющих их интересы от государственного управления. Где-то наш народ стал это понимать, поскольку после событий 5 октября стали настойчивее звучать призывы дать дорогу молодым. Ну а что же надо сделать, чтобы отодвинуть олигархические кланы от государственного управления? В первую очередь необходимо выбить экономическую основу их существования. Для этого необходимо усилить государство в противовес олигархату. Большая часть средств производства в экономике должна принадлежать государству. А это заводы, фабрики, месторождения и прочее. Ряд крупнейших отраслей должны быть национализированы и должен служить источником благосостояния всего общества, а не кучки олигархов. В наших условиях только это поможет совершить экономический рывок. Наш олигархат в силу своей природы по объективным причинам на прорывные деяния в экономике не способен. Это доказано историей и практикой. Во-вторых, напомню вам, опять же, про классовый характер государства. Сейчас государственная власть принадлежит олигархату и лицам их поддерживающим. А это ничтожно малая часть населения. На мой взгляд, это не более 5%. А 95% это трудящиеся, это народ простой. Так вот, надо добиться справедливости и сделать так, чтобы государственная власть принадлежала 95% населения. И поэтому мы создаем новую политическую партию. Партию, которая станет на защиту интересов простого народа.
Мы должны стать авангардом трудящихся. Наша главная цель – это обеспечение полного благосостояния, свободного и всестороннего развития всех членов общества. Идеи и инициативы, выдвигаемые нами, отражают интересы народа, интересы трудящихся. События после парламентских выборов, назначение премьер-министра и вплоть до отставки президента показали, что политические партии, гражданское общество не могут выдвинуть лидера, которого поддержал весь народ. Мы понимаем, что цели Союза справедливых, скорее всего, будут весьма непопулярны у олигархата, но мы уверены, что будут приняты абсолютным большинством народа. Потому как мы и есть народ. Наши лидеры, выдвигаемые Союзом справедливых, станут олицетворением надежды, чаяний большего числа граждан, населения Кыргызстана. В противовес интересам олигархата, тормозящим развитие страны на протяжении десятков лет. А эффективные методы государственного управления, грамотная внутренняя и внешняя политика обеспечат быстрый рост экономики и благосостояния населения уже в ближайшие несколько лет. Теперь давайте поговорим уже о нашей программе, как мы этого добьемся. Но прежде давайте вкратце рассмотрим, что предлагают другие партии. Мы просмотрели практически все программы партий. Уровень политической и экономической безграмотности просто зашкаливающий. Их программы в большинстве своем негодны для того, чтобы в Кыргызстане построить маломальски нормальную жизнь. Декларируют они, конечно же, иногда правильные вещи, но зачастую либо не предлагают решений, либо предлагаемые решения никогда не приведут к заявленным целям. На нынешних выборах стали модными такие слова, как люстрация, чуть ли не каждая партия об этом говорит, конфискация, сокращение числа депутатов, да и в целом государственных служащих. Оно и понятно. Партии реагируют на усталость общества от текущих политиков, от текущей политической элиты. Но сами по себе в отрыве от правильной стратегии иллюстрация и конфискация, и сокращение ни к чему хорошему не приведут. Под видом иллюстрации и конфискации могут быть расправы с политическими противниками. Кроме того, что гораздо важнее, на место иллюстрированных и тех, у кого что-то конфисковали, придут новые, такие же. Нынешняя система их опять породит. И даже очень может быть, что это будут те, кто сегодня громче всех кричит о люстрации и конфискации. А сокращение числа депутатов на качество работы парламента тоже вряд ли повлияет, поскольку остается главная проблема – это безответственность депутатов после выборов, поскольку у народа теряются все рычаги воздействия на них. Мы, граждане, правом отзыва депутатов не обладаем. Так что какая разница, их будет 120 или 70? А еще большинство партий весьма похожи друг на друга, высказывая тезисы о свободной экономике, о неэффективности государственного управления предприятиями, о разгосударствлении, о приватизации. Все прям заявляют о поддержке бизнеса. В общем, очередные либеральные бредни. Все это на руку олигархату. Мы в этой парадигме уже 30 лет живем, а толку ноль. И до этого, и до этих партий все, кому не лень, говорили об экономической свободе, о поддержке бизнеса, рыночной эффективности и тому подобное. Да и в целом они забыли про классовую природу государства. В олигархическом государстве, таком как наше, правящему классу олигархов, конечно же, выгодно, чтобы государство было неэффективным. Именно им нужна так называемая экономическая свобода. Они нам вещают что-то про конкуренцию, про равные условия. При этом ключевые отрасли экономики находятся в их руках. И конкурентов они, конечно же, туда не пустят. А народу нужна постоянная работа, уверенность в завтрашнем дне, уверенность за будущее своих детей. Этого олигархическая система не может дать ни при каких обстоятельствах. Мы это видим. Очень часто, если не всегда, задача максимизации прибыли входит в противоречие с задачей общественного благополучия.
Так что, дорогие друзья, практически все нынешние партии по своей сути одинаковы. Их программы в основном защищают интересы олигархов, крупного капитала. Единственное их отличие в том, что они выступают за разные олигархические группировки. А некоторые вообще, есть такое ощущение, что работают в интересах иностранных государств, читая иностранных олигархов. Есть, конечно же, и те, кто на словах декларирует что-то там за народ, за социализм, при этом, читая их программу, понимаешь, что они понятия не имеют, что такое социализм. А господствующая ныне либеральная парадигма будет и дальше атомизировать общество, разрушать экономику и государственность, усиливать социальное неравенство. А куда дальше? Братство. В конце концов, она неизбежно обанкротится. И в один прекрасный день все станет настолько плохо, что обозленный народ может пойти за исламскими фундаменталистами или националистами, в надежде на то, что они-то уж точно наведут порядок. Порядок они, конечно, наведут, но только свой. И многим придется очень плохо. В конце концов, и эти, конечно, тоже приведут к краху нашу государственность. Реальная альтернатива всему этому есть. Это то, что мы предлагаем. Это учреждение в стране народной республики. Установление государства, которое реально защищает интересы трудящихся. То есть большинства, а не крупного капитала, олигархата, который, как я уже сказал, является катастрофическим меньшинством. Их всего 200-300 человек у нас в стране, по большому счету. И вместе с их поддерживающими это, может быть, несколько тысяч. Это меньше процента от населения. Даже 0,1 доли процента. Только пойдя по нашему пути, мы построим крепкую экономику и государство. Только так мы сможем принести благополучие и развитие народу. Теперь наша программа. Первое. Экономика. Наша программа направлена на постепенное внедрение и развитие элементов государственного капитализма и плановой экономики в ряде отраслей. Причем речь идет не об индикативном планировании, когда государство выступает по большому счету статистом, а о конкретном плане производства государством тех или иных материальных благ. Это позволит создать крупные конкурентоспособные предприятия, мощное производство и, соответственно, большое количество рабочих мест. Для этого мы предлагаем следующие шаги. Первое – это внедрение государственной монополии в банковском деле. Мы запретим работать частному капиталу в банковской сфере. Никаких ломбардов, никаких микрокредитных компаний. Мы должны создать крупный, единый государственный банк. Такой банк будет аккумулировать огромные денежные средства и направлять их в приоритетные отрасли, в отличие от нынешних частных коммерческих банков, которые по сути являются ростовщическими конторами. Также мы решаем в значительной степени вопросы с отмыванием денег и выводом их за границу. С государственным банком такое делать будет невозможно. Огромный пласт коррупции решается этим вопросом. Второе. Национализация отрасли горюче-смазочных материалов. Создание крупной государственной монополии по торговле ГСМ. Прибыли этой отрасли пойдут не в карманы олигархов, а в бюджет, а оттуда на развитие экономики. Будет решена проблема контрабанды ГСМ, так как все заправки будут государственными. Сбывать ГСМ контрабандистам не удастся. Десятки миллиардов сомов поступят в бюджет. И мы направим их на социально-экономическое развитие. Третье. Национализация отрасли по импорту и торговле лекарствами. Все аптеки должны быть национализированы. Создание крупной государственной монополии по торговле лекарствами. Аналогично, все прибыли в бюджет. Никакого необоснованного роста цен на лекарства. И контроль за их качеством. Четвертое. Национализация рынка сотовой связи. Создание единой государственной сотовой компании. То же самое. Прибыли в бюджет. Пятое. Постепенная национализация горнорудной промышленности. Создание крупных государственных предприятий по добыче полезных ископаемых. Государство при должном подходе в состоянии организовать крупное предприятие по добыче и без иностранных инвесторов. Вся прибыль отрасли пойдет в бюджет.
И шестое – это введение прогрессивной системы налогообложения. Больше доход, больше ставка налога. Этот инструмент перераспределения национального дохода от сверхбогатых слоев населения к среднему классу и малообеспеченным слоям. Все вышеперечисленные шаги позволят государству аккумулировать огромные средства, которые будут направлены на социально-экономическое развитие. В первую очередь, конечно же, на открытие новых крупных производств в различных отраслях экономики. И это будут не только инфраструктурные проекты, типа строительства дорог или ирригационных каналов, но и непосредственное производство продукции, которое будет приносить денежные потоки государству, и которые, в свою очередь, мы будем реинвестировать в открытие новых производств и создание рабочих мест. Мы предлагаем на первоначальном этапе, то есть с первую пятилетку, следующие отрасли. В сельском хозяйстве. Первое – это крупное государственное производство форели и семги. Природно-климатические условия благоприятны. Внешний спрос на эту продукцию огромен. Себестоимость на продукцию при таком крупном производстве будет максимально низкая из всех возможных. Кстати, немного отвлекусь от этого, на этот момент. На данный момент эта отрасль у нас представлена рядом разрозненных хозяйств, которые выращивают в частности форель. Они не могут в данный момент обеспечить внешний спрос, который измеряется десятками тысяч тонн. В данный момент вот эти частные хозяйства наши, они обеспечивают примерно объем около 2-3 тысяч тонн, получается, в год. А вот приезжают внешние покупатели, заинтересованные в этой продукции, они требуют большой объем по одинаковому качеству. И государство может организовать такое крупное производство. Частники не могут. Они не могут ни объединиться, ни создать какое-то крупное производство. У всех свой разный интерес. У всех своя разная технология, географическое расположение и тому подобное. То есть по объективным причинам этого невозможно сделать. А государство может сделать. У нас есть Иссык-Куль, есть еще ряд рек и озер, где государство может организовать крупное производство и обеспечить десятки тысяч тонн, а это сотни миллионов долларов. А если учитывать, что под производство форели и семги можно еще и создать смежные производства, и производства, которые обеспечивают эту отрасль, типа кормовые добавки какие-то, то мы создаем колоссальный мультипликативный эффект, который может уже измеряться миллиардами долларов. Вот вам и рост экономики на десятки процентов. Не на жалкие 2-3%, которые наше правительство декларирует, и то не могут достичь этого. Рабочие места. Естественно. Так мы сможем возвращать каких-то наших гастарбайтеров, которые работают и так далее. Второе. Пилотные государственные проекты по производству мяса, птицы, молочных продуктов. То же самое. Мы должны создавать эффект масштаба. Крупное производство. После успешного внедрения пилотного проекта масштабирование производства импортозамещения, и налаживание экспорта. Третье. Создание огромных государственных хозяйств по выращиванию овощей. То же самое, с учетом всех последних инноваций в этой сфере. Частники на данный момент, все мелкие фермеры, не в состоянии внедрять какие-либо инновации. Не хватает капитала. Просто-напросто. Ни знаний, ни капитала. А у государства есть целое министерство сельского хозяйства, есть аграрный институт, академия наук и тому подобные структуры. При должном подходе можно организовать все это. Было бы желание. Четвертое. Пилотные проекты по выращиванию садовых культур. То же самое, аналогично. Успешное внедрение, масштабирование, экспорт. И пятое – это создание государственных предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. Теперь в промышленности, энергетике и строительстве. Здесь у нас достаточно амбициозные цели. Первое – это постепенное строительство государством каскадов крупных гидроэлектростанций. Это первое, самое важное. Нужно начинать строительство своими силами. Мы до второго пришествия будем ждать инвесторов снаружи. В этом вопросе, очевидно, есть геополитические факторы. Вы прекрасно, наверное, знаете. Об этом можем отдельно поговорить, если кто не знает. Никто нам их не построит, как вы понимаете.
кроме нас самих. Второе – это строительство государства малых гидроэлектростанций. У нас в Кыргызстане, сообщаю вам, мы используем от гидроэнергетического потенциала примерно 14-15% всего. То есть, если мы займемся этим вопросом, то это даст колоссальный рост. Вопрос в конце не может В конце, да. У нас будет целый раздел для вопросов. Третье – это строительство государственного массового социального жилья. Это очень важный вопрос. Государство будет строить по низкой себестоимости и небольшой рентабельности. Плюс государство может выдавать квартиры в ипотеку на 20-30 лет, в отличие от банков нынешних. Все это может снизить ипотечные выплаты до минимума. А некоторым слоям населения, некоторым гражданам, жилье будет выдаваться бесплатно, либо в пожизненное пользование. Четвертое. С целью реализации пункта 3 государство организует собственные крупные производства строительных материалов, в частности, цемента, кирпича, арматуры и тому подобное. В этом случае, я еще раз повторюсь, из-за эффекта масштаба себестоимость будет самой низкой, самой минимальной. Жилье будет очень дешевым. Пятое. За счет государственных инвестиций необходимо начать разработку и производство некоторых видов лекарств. Шестое. Необходимо также начать разработку и производство некоторых видов современного оружия с целью собственного вооружения и экспорта. Седьмое. Угольная промышленность. Мы должны внедрить глубокую переработку угля, так, чтобы снизить экологическую нагрузку и увеличить добавленную стоимость в отрасли. Опять же, только государство это может сделать. Там нужны крупные капиталовложения. Но если их сделать, то мы избавимся от импорта казахстанского угля, а у нас примерно миллионов на $20-25 в год мы тратим на импорт угля этого. Все эти деньги останутся здесь, в Кыргызстане, и заработают уже на нашу экономику. А на этом угле казахстанском, там, кстати, сидят эти Машкевичи всякие, там, эти олигархи их. А у нас, кстати, собственного угля 1 миллиард тонн запасов в том же Карагаче. Ну и восьмое, национальный проект очень амбициозный, это внедрение электротранспорта. Строительство завода по производству электромобилей. Причем желательно не на базе аккумуляторов, а на базе водородных топливных элементов. Такие технологии в мире уже есть. Таким образом, необходим постепенный отказ от углеводородов и переход на чистую энергию. Аналогично к углю то же самое. Мы импортируем огромное количество ГСМ на десятки миллиардов сомов в год. Все это тоже останется в стране и будет создавать мультипликативный эффект для нашей экономики. Девятое. Тоже, наверное, важно для некоторых людей. В ряде отраслей экономики мы оставляем действие рыночных механизмов, действие частной инициативы. Но это розничная торговля, сегменты легкой, пищевой промышленности, туризм, ресторанный бизнес, кондитерский бизнес и тому подобное. А также, конечно же, это сфера инноваций. Будем оказывать содействие на государственном уровне разработчикам новых технологий. Безусловно, список будет дополняться. Мы создадим фонд прогрессивных технологий, мы усилим работу Академии наук, мы создадим специализированные научно-исследовательские лаборатории. Вот такая у нас экономическая программа. Теперь о политической программе. Понятно, что нынешняя политическая система для построения успешной экономики и государства не годится. Необходимы изменения. И мы предлагаем следующее. Первое. На начальном этапе должна быть президентская республика. Некоторые возразят, что, мол, президентская республика порождает семейно-клановое правление. Но так парламентская республика приводит к власти много олигархических кланов. Происходит имитация демократии. А нам нужна сильная власть. Власть, способная реализовать нашу экономическую программу. Но чтобы власть была сильной, за ней должно стоять большинство народа. А для этого власть должна отражать интересы народа, а не интересы олигархических кланов. И, кстати, наши предложения, они как раз таки в интересах народа.
они противодействуют интересам олигархата. Второе – это улучшение деятельности Кенеши всех уровней через внедрение механизма отзыва депутатов. Народ должен иметь возможность исправить свой выбор. Не только право выбора, но и право на ошибку. Третье. Запрет на участие в выборах Кенеши всех уровней представителей крупного капитала. Если ты владелец крупного предприятия и под тобой работают, скажем, от 10-20 человек и больше, то участвовать в выборах Кенеши ты не имеешь права. Либо ты занимаешься бизнесом, либо ты занимаешься политикой. Вот такой наш посыл. И четвертое – это внедрение презумпции виновности для чиновников, если обнаружатся огромные суммы или имущество неизвестного происхождения. И если чиновник не сможет доказать их законность, то, естественно, его необходимо сажать в тюрьму. Конечно, с конфискацией. Мы считаем, что реализация всех этих 4 пунктов значительно улучшит нашу политическую систему и будет способствовать реализации экономических задач. Итак, друзья, мы поставили перед собой великие, амбициозные цели. А как сказал один мудрец, великая цель рождает великую энергию народа. Я верю, что мы можем, если будем вместе, достичь этих великих целей. Ну, Спасибо.